поэты, писатели. Очень рада видеть вас снова в Национальной библиотеке Республики Коми. Сегодня вот на литературной гостиной. И, собственно, наверное, слово я передам сразу Андрею Гелевичу Попову, председателю правления Союза писателей Республики Коми. Добрый день. Очень приятно, что в такой день и, наверное, в неурочный час все-таки собрались люди, которые хотят послушать стихи. К сожалению, пока я один, но Надежда Александровна, она, как говорится, в пути. Сейчас она подойдет, подъедет. Я хочу сказать, что такая идея возникла как раз у Надежды Мирошниченко здесь выступить вот в такой литературной гостиной. Почему? Потому что в 2021 году мы проводили вечер в ЦДЛ вместе. Вот, и ей захотелось этот вечер повторить. Ну, кстати, в апреле нам даже там предлагали площадку, но как бы финансовые средства не позволяют, там еще там есть обязательный банкет. После этого мы решили, кстати, отказаться вот от такой встречи. И поэтому мы вот как бы решили такую же встречу вот на двоих провести здесь уже. Позорник, Сыктывкар, кошмар. 2 человека для таких поэтов. У нас во всей России ходят. Это библиотека. Ну, Надежда, люди пришли, хорошо, спасибо. К ним-то какие вопросы? Вот. И оба два. Вы получите удовольствие, которое все остальные не получат. А мы знаем. вот, пожалуйста, Надежда, ты садись, вот, там 2 микрофона, и я-то, кстати, уже свое слово сказал, и сейчас я передам слово Надежде Александровне, она все расскажет. Пожалуйста. Пожалуйста, вот, прелюдия, это как бы еще прелюдия. Извините, ребят, посекретничаю. Значит так, мои дорогие, Блок выступал, когда у человека, это нам делают, это не ему делают, это мне делают. Понимаете? Я к вам еле пришла. Вы даже не представляете, что со мной в этом городе делается в какие-то моменты. Поэтому я вам хочу сказать. Значит, Блок выступал, когда в зале сидел 1 человек, а вас во сколько раз больше. Мы же не можем думать, что мы лучше Блока, правда? Мы просто думаем, что людей научили большее количество читать, и поэтому все-таки нам повезло. Саша, привет. Очень рада тебя видеть. У меня не было времени никого приглашать лично, но я думала, вы все читаете ВК. В ВК у нас по 1000 откликов. И у него, и у меня, понимаете? Со всех городов России, а в родном городе вот так. Значит, мы потом будем надеяться, что... Да ни на что не будем надеяться. Я вам хочу сказать. Перед нами сегодня выступают нескромные. Мне наплевать, я уже не скромный человек. 3 июля мне исполнилось 80, я уже говорю все, что хочу. Где я хочу. И плевать хотела на все, что обо мне думали. Непорядочные люди. А порядочные никогда плохо обо мне не думали. Поэтому я хочу вам сказать, это такой труд иметь право называться себя поэтом. Это такая опасность, понимаете? Это такая честь. И я вам могу с открытым сердцем сказать, что мы с Андреем оба поэты. Мы проверили это уже на всех пространствах России. От Академии наук до концлагерей, ну, до этих лагерей за колючей проволокой. От первых классов школы до академий и докторов наук. И поэтому мы знаем, что мы работаем для своего народа, для своей Родины, в своем Отечестве и в своей республике. И республика нами гордится. У нас много наград, это не имеет значения. Бывают награды, что человек вообще их не заслуживает, а награды есть, понимаете? Поэтому мы вам сегодня отчитаемся не наградами, а элементарно тем, как мы проживаем жизнь и легко ли она нам дается. Я создала свой стиль литературы. Я не лучше никого и не хуже, но такой, как я, нет. И Андрей создал свой стиль в литературе. Он тоже не лучше и не хуже. Но он создал стиль, которому сегодня интеллектуалы завидуют. Интеллигенция спорит без конца. Простые люди думают, это интеллигенция, черт знает чем занимается.
На самом деле у него все понятно, вы все поймете. И сегодня вы уйдете из этого зала другими, чем вы сюда пришли. Вам будет лучше, вам будет радостнее, вам будет интереснее. Вы подумаете о своей жизни. И это будет, я вам уверяю, хорошей вещью. Я выступаю, хоть бы жалко это делать своему другу. Пожалуйста, когда говорят, вопросы есть, в конце все говорят, а вы муж и жена? Даже с Егором Рощевым мне задали такой вопрос. Егор был не так на День Марии. Егор отошел в дальний угол, посмотрел на меня снизу вверх и сказал, пока нет, но к концу командировки, может, поженимся. Поэтому мы умные люди, мы веселые люди. Мы знаем, на что ответить. Мы совершенно не волнуемся, почему так думают про нас, потому что мы все равно не типичные, все равно не стандартные, все равно вызываем какой-то ужас. Понимаете? Да вот я вас приглашаю на праздник поэзии и порядочных людей. Андрей Попов, Республика Коми, родственник дальний Ивана Куратова. По прямой линии. Да, мы договорились так, что мы будем читать минут так по 15 несколько раз, ну, сменяя друг друга, чтобы как бы один человек не надоедал. Вот такой формат у нас вот сейчас. И я начну. Воркутинский вопрос. Я родился в краю Гагар, куропаток и белых сов, и сюда никакой Макар не гонял телят и коров. И в судьбе моей падал снег, снова падал, как будто впрок. Я смотрел на него, как зэк, у которого долгий срок. Я смотрел на него в упор, с ним легко соглашаясь в том, что не я выбирал простор, что не я выбирал роддом. Кто же выбрал? Какая цель? Непонятно. Туман и тьма. Но зато впереди метель. Но зато впереди зима. Весна зимним вечером. Это вот, мне жена так всегда говорит, ты вот пишешь какие-то непонятные стихи, надо вот понятнее писать, что пишешь. Да, я уже знаю, как стараюсь, понятно, вроде все понятно. Она умная женщина. Она, говорит, читает, сама читает каждую запятую. Я бы... Вот, весна зимним вечером. Мне говорит жена, как зеленеет травка в стихах ты напиши, как ласточка летит, что солнышко блестит, что каждая козявка с весною к нам ползет, как нескромна на вид. Ты напиши, что все и складно, и понятно, что люди кормят птиц и от любви творят, а то опять слова, что есть на солнце пятна, что недруги не спят, что на душе разлад. Я говорю в ответ, вновь буря мглою кроет. Ты посмотри в окно, зима там, не шутя, вошла в свои права. То словно зверь завоет, то как война шумит, то плачет, как дитя. Плещеев подождет. Смотри, что пишет Пушкин, что сердце веселят совсем не птиц корма. Поэтому достань бокалы, лучше кружки, и как-нибудь пройдут печали и зима, и выпьем за любовь, что тьмы и света выше, что терпкое вино нам до краев нальет, пусть травка нас поймет, козявка нас услышит, а ласточка летит, и скоро Новый год. Не в птице, что летит, крылом касаясь лета, не в утренней звезде, не в памяти времен, не в книгах мудрецов, не отыскать ответа, ответа не найти. Зачем я был рожден, и только самому врасти душою надо в звериную тоску, в распутье дорог, в нежданную любовь, во все сомнения ада, и в городскую мглу, и в полевой цветок, и в горькие слова, и в роковые числа, и в облако надежд, что на 7 ветрах, и молится душа от осознания смысла. Из праха рождены, чтоб возвратиться в прах, и молится душа, что все на свете этом уходит навсегда, предчувствуя свой срок. И птица, что летит, крылом касаясь лета, и городская мгла, и полевой цветок, чего же ты хотел? И твоего ухода ждут листопад и дождь, зорницы и мороз, и молится душа, и говорит погода, и трудно разобрать ответа на вопрос. Разговор с полковым священником. Умирать еще рано, отец Иоанн. Не прими горький тон за обиду,
Не разгонит молитва военный туман. Подожди начинать панихиду. Не прими за браваду, за страх и за треп лишний повод продолжить беседу. Засыпает осколками смерти окоп. Только ты помолись за победу. Не рассеет молитва военную пыль. Даже звезды у нас постарели, но прикроет еще твоя епитрахиль от огня и кассетной шрапнели. Еще брат наш славянский на той стороне не спасет свою братскую шкуру. Еще нам побеждать на священной войне, чтоб закрыть ее, как амбразуру. Еще хватит нам правды, тумана и ран. Час последний, да будет неведом. Умирать еще рано, отец Иоанн. Помолись, с нами Бог и победа. Мои друзья давно профессора, директора давно, миллионеры, а у меня лишь завтра и вчера, да между ними черная дыра рифмованных сомнений в чувстве веры. Привычно засыпать мне над строкой всемирного тумана и разлада, а у друзей удачливых покой, у некоторых вечный и порядок. Какой хлебнули истины и лжи, не знаю я, и нет иных на свете. Оставили дворцы и гаражи молоденьким любовницам и детям, оставили дома и закрома, проценты состоявшейся карьеры, а у меня лишь горе от ума и от сомнений светлых в чувстве веры. Смотрел я с ними в прошлые века и в будущих кружился по спирали, и жизнь у всех я видел коротка, короче, чем рецензии в журнале, в которых говорится, что душа намного интереснее трамвая. Директора не вышло, оплошал, но вышла книга, даже неплохая. Порой не укладывается в голове, почему люди маются, чего хотят, как можно жить, спеша и толкаясь в Москве. Переехали бы, хоть в Сергиев Посад, как понятнее в деревне жить или городке, и в любом нелегком переломном году летом перед работой искупнуться в реке, зимой вернуться домой по речному льду, и даже концы с концами сводя едва. Полагать, что сложности у нас не впервые, но нельзя отступать. За нами Москва, Москва за нами, а не мы за Москвой. Поэт молчит, слова сжимают душу, сжимают жизнь, и надо слушать, слушать и слышать тонкий переход от жизни к слову и наоборот. Поэт молчит, а празднословие ветер безудержно гуляет по планете, несет пургу душевной шелухи, трескучий вздор, ничтожные стихи, и даже пастырь в комнате алтарной записывает свой стишок бездарный, чтобы поэта хлопнуть по плечу. Молчишь, поэт? А я вот не молчу, мои стихи читают хором дети, и премию «Все сказано на свете» вручили мне торжественно вчера за легкий слог и брызги от пера. Поэт молчит, а про себя рассудит. Хорошие мне, слава Богу, люди встречаются, прощают мне грехи. Но черт их дернул сочинять стихи, когда не слышат тонкий переход от жизни к слову и наоборот. Ошибка Афанасия Фета. А Афанасий Фет все время написал: к зырянам Тютчев не придет. Ну, как бы, поскольку я надеюсь, что ко всем он к нам пришел, то значит он ошибся. Федор Тютчев к зырянам пришел. Это стало для Фета упором. Но затем подошли рок-н-ролл, Гербалайф, Орифлейм и Киркоров. И не сразу теперь разберешь голос Тютчева в этом Содоме, что есть мысль, изреченная ложь. Вот беда. И не только для коми. Жизнь теперь называется лайф, в этом кайф и конец разговора. Потому что кругом Гербалайф. Орифлейм, рок-н-ролл и Киркоров. Скупая гадалка. Цыганка привокзальная сказала, что проживу я 90 лет. Ответил я: а почему так мало? Прибавь немного. Денег, правда, нет. Хватило бы 90, может, в Польше, во Франции, в Танзании, в Перу. В России надо жить гораздо дольше.
С чего я преждевременно умру? Жить надо долго. От свободы и пыли, зимы и тундры не отдать концы. И как твою бы душу не казнили за новый мир ревнивые борцы, не разболеться смутой и порядком, переворотом, поворотом рек, но ощутить простор и жизни краткость, как может только русский человек, и ощутить, что можно все сначала, когда тебе лишь 90 лет. Цыганка привокзальная сказала: зачем жить дольше, если денег нет? Прогноз на завтра. Сказал узбек, что завтра будет снег. Июльский снег на землю завтра ляжет. И кинул в масло новый чебурек, закусочный, почти на самом пляже. Магнолия еще не отцвела, и засыпала яхту на причале. На солнце грелись праздные тела, и завтра снегом это все завалит. И станет льдом ленивая волна, промерзнет, словно тундра, южный берег. Не верь ему, сказала мне жена. Не знаю почему, но я поверил. Все может завтра быть. Не врет узбек. И снег, и грех, и тараканы в супе. Не покупай на пляже чебурек, а то еще и завтра не наступит. Душа и шляпа. Это из святителя Николая Сербского, Николая Велимировича. Это как бы вольное переложение. Когда мысленно станешь ничем, тростником, который уже не ропщет, светлым воздухом, что поднимается к духу, избавляясь от дрожи, поглядишь на тростник и воздух, откроется смерть твоя только в прошлом. Нет у ней настоящего, не будет и будущего, быть не может. И увидишь отчетливо то, что раньше не замечал, не заметил, то, о чем объясняли тебе, терпеливо богослов и философ. Разве можно бояться разлуки с прошлым? Смерть не страшнее, чем ветер, что сорвал с головы твою шляпу с полями и по полю уносит. Ты еще не разобрался, что случилось, смотришь с улыбкой растяпой. Откуда ветра резкий порыв, но уже не догнать, улетела. И тогда понимаешь, что твоя голова может жить без шляпы, как твоя душа может жить без тела. Солнце споткнется о времени край, как об порог. Март остается зимою, сон не найдет покой. Вижу во сне, как падает птица, вянет цветок. Вижу ночное небо и звезды над головой. И мать умерла, и умер отец, и умер сын. Ляжет на память снег, и на улице путь кривой. Что понять, никого нет рядом, и я один. Только ночное небо и звезды над головой. Время споткнется о солнце, снова придет весна. Встанут отец и мать, и сын возвратится живой. В это поверить сможет лишь память вечного сна. Только ночное небо и звезды над головой. Возвращение Клары Цеткин. Знаете, у нас тут есть в Сыктывкаре улица Клары Цеткин. Там она такая спокойная, ну, как-то одно время была спокойная. Там потом стали строить, и поэтому стихотворение называется «Возвращение Клары Цеткин». Эту тихую улицу почему-то назвали именем Клары. Цеткин, шумные, энергичные женщины, редкие автомобили проезжали по улице медленно и осторожно, тротуары никто не видел, и за права женщин никто не боролся, лишь выли собаки, лениво выли из-за заборов деревянных домишек, мол, чего ты ходишь, праздный прохожий, здесь не Рейхстаг, не концерн Боши, не табачная фабрика. Не мешай, под каждой старенькой крышей хранится русская тишина. И на крыльцо выходил дед в калошах и успокаивал верных стражников, одергивал цыц, чтобы сдохи. Русская тишина. Я продолжал свой путь, не замечая знакомых. На улице Клары Цеткин, на окраине раздраженной эпохи, я видел женщин с пустыми ведрами. Первый снег, цветение черемух, недавно хриплых собак перекричали бульдозер и випромолот, еще растворосмеситель и скрепер. Моей тишины не стало. Строят многоэтажки, шумят, как Клара Цеткин, изменяют город. Недалеко до борьбы за права женщин, до интернационала.
нужны. Отреклись от друзей, отреклись от родни, и, считаю, остались в родни одни. Мол, Россия без них, как без рук и без глаз, но вокруг не народ, а свекольник и квас. Мол, Россия без них, как без рук и без ног, только не с кем идти и вести диалог. Во дворе вместо мудрости снова с утра невеселая песня, но с криком «Ура!» Так считают они на пороге войны. И остались одни, никому не нужны. А Россия исчезла, считают они. Вся Россия они в эти темные дни. И пугаются стука за каждой стеной, и пугается это за ними конвой. Почему столько страха в высоких словах, и нет русского сердца, лишь биль о правах, или адреналин, или тестостерон? Но никто не придет, зря пугают ворон, зря психуют, что нет под ногами страны, к ним никто не придет, никому не нужны. И какую историю не сочини, но остались одни, потому что одни. Потому что смекает российский мужик, что у них на болоте скончался кулик, что у них на болоте трясина и муть, и легко разлюбить, и легко утонуть. А российский мужик разбирался не раз, что за морем светло, да светлее у нас. И ему словно гаджету не передашь фарисейское горе судьбы камуфляж. Остается бухать и японскую мать поминать, что им некому руку подать. Остается бухать, презирая народ, но их нервную крупу никто не пожмет, пусть не прячет ее, словно нож за спиной, и не выйдет за ними душевный конвой. И какие бы страсти по пьянке не жгли, не поймет их народ, что живет на рубли. Не поймет, чем они безнадежно, но поймет, чем они безнадежно больны. Лишь поймет, что они никому не нужны. Им бы надо уехать куда-нибудь вдаль, где дают за презрение к народу медаль. Или 30 разменных, как совесть, монет. Только нет этой вдали, и родины нет. Нет им родины, нет ни кола, ни двора, ни родни, ни песни с припевом «Ура!» И с надеждой глядят на чужие огни. Но везде они будут, как прежде, одни. Нет на свете для них ни одной стороны. Никому не нужны. Никому не нужны. То зимой дождь внезапный, то летом снег, произвол полуправды и мелодрам, и поэтому строю для нас ковчег, чтобы спастись можно было однажды нам, чтобы выплыть по смутным, как дни волнам, к берегам надежды в постпотопный век. Хоть на Ное всегда находится хам, часто даже самый родной человек. Верю, это не ты, только ты верна. Дождь польет зимой, летом выпадет град, и река войдет в город, сгорит закат, небо вздрогнет, коснется судьбы война, сожмется время в беду, словно в ком. Есть у нас спасение, скажу я. Идем. Спокойный рейс. Мыслил, что мировая история идет кувырком. Как вдруг меня стюардесса задела округлым бедром. Задела меня случайно. Такая у нее работа. Ходит она по салону во время авиаполета, смотрит внимательно по рядам, не пьет ли алкоголь кто-то. Нет ничего досаднее и печальнее для воздушного судна, чем выпивший пассажир, с которым договориться трудно. Он недоволен всем и выражается крепко, прилюдно. Выпьет водки, коньяка, текилы, кальвадоса и рома, никакой высоты не боится. И людей незнакомых, ни сидящих с ним рядом работяг, ни застенчивых женщин, делающих ему замечание, что пить надо меньше. А он в ответ громко смеется и говорит, что он гений, что все должны замолчать и встать перед ним на колени. Но стюардесса, что меня задела округлым бедром, напомнит, что он пассажир, а не вашингтонский обком. И готовится надо к посадке, не лить в салоне вино, потому что это категорически запрещено. И пассажир утихает, смущенный округлым бедром. И мировая история снова идет кувырком. Помните,
Эркюль Пуаро, это проходящий такой сквозной герой Агаты Кристи. Предупреждение – это как мир сторон. Не раз оно подтверждено. Куда поедет Эркюль Пуаро, там будет убийство. И не одно. Примета плохая, как пирожок. И даже хуже, как два пирожка в буфете вокзальном. Скажем, в Торжок едет Эркюль, убегая из Торжка. А если направиться в Сыктывкар, то Сыктывкару встречаться с бедой. У сыщика редкий природный дар себя окружать преступной средой. Только положишь на хлеб колбасу, только задремлешь на пару минут в светлой гостинице, в темном лесу, в ржавом автобусе тело найдут. Рядом валяется несколько пуль, уже составляется протокол. Ты для чего к нам приехал, Эркюль? Места другого себе не нашел. Ухо держать надо, ныне востро. Всякое может быть. Северный лес пристально смотрит в глаза Пуаро, словно читает «Восточный экспресс». Живет душа моя на войне, военный твердит мотив, а люди думают, что я вполне терпим и миролюбив, и будто любому привету рад, и пьяных драк не люблю, а я хочу купить автомат. И кажется, что куплю. На тихом складе среди корыт кастрюль последних систем предложат мины и динамит, и новенький АКМ. Держу в руке я желанный ствол, душа живет на войне. И сознаю вдруг, что зря пришел, что мне не сойтись в цене, в комплекте штык, удобен приклад, и цвет спокойно мил. Но я, прости меня, тихий склад, денег не накопил, и вижу, нервы напряжены, и чувствую жесткий тон, можно легко схлопотать войны со всех 4 сторон. Неосторожно среди корыт кастрюль последних систем не взять ни мины, ни динамит, ни новенький АКМ. На тихом складе не верят в долг, здесь платят и головой. Зачем мне снился гвардейский полк и снился неравный бой? Зачем я слушаю черный мат горячих юношей злю? Зачем хотел купить автомат? И кажется, что куплю. Вот тут у меня есть село Писец, это как бы, в общем, приличное слово Писец. Сказать, да, действительно, под Воркутой есть такой поселок, называется Писец. Ну, правда, не про этот поселок, но все равно. Любовь и чешуя. В селе Писец, для жизни непригодным, последний житель, полупьяный дед, рассказывал, что в озере Холодном живет русалка. Как-то раз поэт в Писец приехал подбирать глаголы, высокие главные слова. Он был не знаменитый, но веселый. Окончил 8 классов средней школы и музыкальной школы, где-то 2. И восхитился грудью девы голой, и у него кружилась голова. И он воскликнул: «Как же ты красива! От кончиков ногтей до хвоста! Ты достопримечательность залива, из всей нечистой силы ты чиста!» И дева, что в воде сырой скучала, в унынии пуская пузыри, приветливо поэту отвечала: «Твои слова мне по сердцу. Сначала все, что сказал, сначала повтори. Давай с тобой плавать у причала и будем целоваться до зари. И обретем телесную истому, когда любой контроль теряет плоть. С тобой, милый, хоть в озерный омут, да и со мной тоже в омут хоть. Иди ко мне, зови меня голубкой, а хочешь рыбкой. Не обижусь я, твои слова нужны мне и поступки. Жаль, не могу смутить разрезом юбки. Большой любви мешает чешуя. И плакал дед, раскуривая трубку, в селе Писец, негодным для житья. И стало страшно в этом гиблом месте. И я приезду был сюда не рад. А что поэт? Погиб невольник чести, по пьянке утонул, как говорят. Я сейчас передам слово Надежде на этой веселой ноте. Надежда Мерченко, народный поэт. Мне легче так вот будет ходить, потому что я очень опытный человек, что знаю, что со мной бывает, и очень люблю быть свободной. Это
так вообще мысли вслух. О, это ты что такое? Все ясно. Я же помню, что я честно... Представляете, 3 дня, Галь, ты где? 3 дня выбирала, я Лере сказала, давай будем читать самые любимые для нас. Наверное, испугались все читатели, скажут, что они такие занудные. Ну их нафиг, что там. Знаете, когда пришла одна, поговорили бы про жизнь, вот это все. Мы все понимаем, понимаете? Это настолько... Я так вам благодарна. Вот каждому отдельному человеку, который здесь сидит и который обслуживает вот это безобразие. Так, когда-то было еще... Я взяла так, из старых стихов, из средних стихов, и это. Так как мне все-таки 80 лет, а ему все-таки 60, а моей дочери все-таки 58, таким образом, это мой ребенок, а я не Алла Пугачева, для всех присутствующих. Когда-то был еще Анатолий Федулов, это мой муж, с которым мы прожили 50 лет, его вот 20 июня 10 лет как уже нет. Первое время было ужасно, ну, все в конце концов, все там будем, это успокаивает, что все. Когда-то был еще чужим, а я еще росла. Ты расскажи мне, как ты жил, чем жизнь твоя была? В степи от засухи седой, где речка чуть течет. О чем мечтал ты, мальчик мой, не встречен еще? Какие говорил слова тому, кого любил, кого впервые целовал, кого сейчас забыл. Ты каждой трубке поклонись, и женщине любой, за то, что помогли они нам встретиться с тобой. Это платье голубое, и мои 17 лет, вспоминайте все себя и свои голубые платья, а мальчики рубашки. И мои 17 лет, и луна над головою, как оранжевый берет, и смешные кавалеры, и чужие женихи, и хорошие манеры, и неважные стихи. Этот город деревянный, что не встреча, то судьба, как солдатик оловянный, водокачкина труба. И что-то, и да-да, жар птица за углом, и гармошек переборы, и котельная с углем. А это все, о чем мечталось, все сбылось, само собой. И не важно, что осталось, и не страшно, что с лихвой. Видно, что-нибудь достоит, коль грустить не перестать. Это платье голубое, голубину подстать. Это старое стихотворение, я его очень люблю. Не старое, а юное стихотворение, я его очень люблю. Но тогда такие стихи не понимали, и мне пришлось такие тогда бросить пока писать. Но на данном этапе я в него вставила уже сегодняшнее, одну строфу, и мне кажется, с 3 раз вы догадаетесь. Я была учительницей английского языка, мне тянуло в Англию, в Лондон, в английский язык, в чужие страны и так далее. Стихотворение такое: как вы мне нравились, строгая готика книжного Лондона, джин и туман. Я разучилась ходить в библиотеки. Меня когда-то потрясло, что в XIX веке говорили не библиотеки, а библиотеки. Мне так понравилось. Я разучилась ходить в библиотеки, не научившись ходить в рестораны. И словари полюбила толковые, бестолочь Будин, приняв за основу. Я разлюбила тоску вересковую и полюбила спокойное слово. Будете вечером, вам я обрадуюсь, а не придете, забуду мгновенно. Я разучилась молиться на радугу, не научившись щадить за измену. Лондон упал в своей башне Бигбеновой, злато поржавела жадная лира, только гордыня живет неизменную в жирных руках подковерного мира. Выучив азбуку вдоха и выдоха, в закономерности вижу случайность. Не говорю положение безвыходно, но говорю, что одно чрезвычайно. Григорий Алексеевич Спиридонов. Он был звездой, он и сейчас звезда. Лишь только заикнешься, Спиридонов, и сразу всплеск восторга и стыда, и неприязни, как во время она. И ничего уж не поделать тут, его у нас пока такого нету. Он был добрый, яростен и крут, но он привел республику к расцвету. На Яриге мальчишка и мужик, качал он нефть сверхпланами по звездам. В Усинске был важнее, чем Буровик, а в Сыктывкаре
стал главой просто. Не президентом, но главой из глав. А имя его нам, как слава отчеств, он ошибался, был порой неправ, но стиснув зубы клялся, не дождетесь. Вновь в людях всплеск восторга и стыда, и неприязни, как во время он был звездой, он и сейчас звезда. Лишь только заикнешься Спиридоном. Очень люблю жизнь. Я считаю, что интереснее жизни в жизни ничего нет. Поэтому сколько... Андрей тоже пишет ту же самую жизнь, немножко под другим углом. У меня тоже философии много, но у него вообще философская притчевая. Мне говорили, сильная, а я бывала слабой, а вы... Смеялись люди сытые, была бы лишь не бабою, а бабою бывала я, поскольку истерически. Не быть в России бабою, не выжить исторически. Они золотые горы обещали, а он мне ничего не обещал. Они себя на свете защищали, а он меня на свете защищал. Они и он. Зачем я их равняю? Зачем стираю острые углы? Все позади. Но если я живая, то это он отнял меня, он говорит. И это он, доверчивый и слабый, мне бросил в ноги собственную жизнь и не просил ни верности, ни славы, и только тихо упрекнул: держись, все позади. Но если люди спросят, о них-то, мол, сердечко не болит, а что они? Они его возносят, а он о них вообще не говорит. Здесь все понятно, женщинам-то хотя бы. Мужикам-то, конечно, нет. Что-то мне начали сниться китайцы. Их замечательно тонкие пальцы, их потрясающе гибкие тропы, что не похоже на тропы Европы. Что-то мне начали сниться индусы, их восхитительно яркие бусы, их восхитительно темная кожа. На африканскую все ж не похоже. В снах индейцы являются тоже, те, что уж с русскими вовсе не схожи, а почему-то упрямо мне снятся. Я этих снов начинаю бояться. Дальше вот мне привиделся Сорос. Вылез как маг из газетного ссора и говорит: как мне Азия люба. Это тебе не Нью-Йорк и не Куба. Разных народов мне чудится лица, только Обама, по счастью, не снится. И африканцы пока мне не снятся. Но не пора ли их тоже бояться? Вы знаете, что я вам скажу? Вот когда я прочитала несколько лет назад, что Сорос перевел все свои деньги из Америки в Азию, как она там называется, Юго-Восточная Азия, или какая она туда, я подумала, все, Америка пошла к закату. То есть это может веками еще она закатываться. Но все, самый главный инструмент разрушения государств Сорос, и он ушел из Америки, увел деньги из Америки. Меня это потрясло. Ну, почему-то остальные народы пострадали при этом воспоминании, я не знаю. Поэтому вообще не знаю, почему он ничего кушает. 9 мая. 9 мая. Я снова тебя, словно флаг, поднимаю. Тот красный, солдатский, окрашенный кровью и нашей любовью, что взвился тогда над Берлином проклятым. Так звали Берлин, мы еще в 45-м. А нынче не знаем, где в сердце граница, чтоб нам примириться. Да, матери слезы равны вы по сути, и русской, и немки, и мы им не судью. Но если война вами начата все же, то наши дороже. Зачем вам чужая земля приглянулась, что детям могилы потом обернулась? А наших родная земля принимала, и славы ее мало. Но мир затаился, он неблагодарен, он нашей победой как будто ударен. Спасители мира мы знаем про это, но с нами победа. Ну, так как мы тогда жили в Полуторке, вот, а дети уже были,
Писать можно было только в ванне, потому что ночью муж, днем школа, днем работа, вечером готовка и школа, и не знаю чего, но писать можно было только. И вот днем можно было писать только в ванне, когда стираешь белье. Тогда же доски были, уходил-то надолго, слава Богу, это были такие минуты счастья. Не знаю, вы испытывали? По-моему, любая женщина, даже без всяких стихов, счастлива, когда остается. Но сейчас-то уже нет доски, сейчас на машинке. Люблю, прачка, люблю я запах чистого белья. Галка, привет. Видите? Люблю стирать. Уходит грязь, уходит. И белизною жизнь полна моя. И чистота на свете происходит. Да будет прачке весело в дому, наедине с работой бесконечной. Да пусть не удивится ничему. Над стиркой обязательно вечной. И может мне дороже во 100 крат, что плачено за свет соленым потом, чем белоснежный будничный наряд, тем тяжелее черная работа. В знакомый час берусь за стирку я, не кину. Надрываешься, говорит дядечка, как много в мире грязного белья. Как хорошо, что есть на свете прачка. Этот странный человек ничего не понимает. Он со мной прожил век, но 50 лет все-таки прожили. А меня совсем не знает. Почему же? Почему? Кто ответ найти поможет? Я весь век нужна ему, целый век. И дальше тоже. А в воронках от обид покаяние алмаза. А еще он говорит, что в меня влюбился сразу. А у дочки и сынка от его казачьей доли сила воли, честь крепка, синь до искорки во взоре. А в глазах чужих людей подозрения до совета, а в глазах родных детей лучше вас на свете нету. Этот странный человек, он от Бога мне достался, он со мной прожил век, а стихов не испугался. А вот это очень мне интересно лично как автору, и как жене, и как невестке тема Плата. Это когда я была в душе, наружу-то не сильно, а в душе сильно вязалась к свекрови. И я написала, когда чуть-чуть поумнела, такое стихотворение «Плата». «О, женщина!» Это я писала себе. «Опомни, отпусти! Он к матери! Так не готовь и расправь! Он к матери! Помилуй и прости! Он к матери!» И он, конечно, прав. Ты тоже мать. Подумай о себе. Взрослеют дети, рвутся со двора, он к матери. И стало быть, к тебе. Как высоко задумана игра. А недавно я написала стихотворение уже про невестку, потому что она абсолютная моя копия, это просто ему очень легко ее любить, потому что сын меня хорошо знает и любит ее от чистого сердца, по-моему, за двоих, мне меньше доставит. По скриптуму написала памяти Анатолия Федулова. Ты со мной учился быть мужчиной, о котором женщина мечтает. Лучшее твое досталось сыну, и ему чего-то не хватает. И его жена научит тоже стать и терпеливее, и нежнее. Женщины, ну будьте осторожнее, раз и мы чего-то не умеем. Вы понимаете, вот эти яркие темы, они так бросаются в глаза в общем проживании. По большому счету, ведь все почувствовали люди одинаковые. Только один больше понимает, другой меньше, но все понимают точно, понимаете? Дочери Марине, мне жалко себя, но помочь я уже не сумею. На что я растрачена? На полусвет, полутьму. Какая-то девочка с праздничным ликом камея завидует доброе, злому уму. А я наглядеться хочу на ее невесомость, на летнее платье, на теплый рисунок плеча. Другая из пены родилась, а эта из солнца. Поэтому в полдня хочется ей сгоряча.
какая-то девочка, словно от моря хмелеет, от взрослого опыта, что ей бессмертная цена. Какая-то девочка с праздничным ликом камеи, бессмертна, как юность. Нет, мгновенно, как юность, бессмертна на все времена. А у смеха два лица, доброе и злое. Меня это когда-то потрясло. Вы понимаете, все банальные истины в течение жизни человека открываются однажды заново. И тогда понимаешь, что они не банальные, а переставшие исполняться и раздражающие, что вот ноют в душе, ты все знаешь, как надо, а наружу ты ничего не хочешь, как надо, потому что так это тяжело. А у смеха два лица, добрые и злые, а колечку нет конца, а любви отбою. А меня перешутили, если не сорвешься. Я считаю до 5, но ты как сдаешься? А родная сторона, я вообще очень люблю забираться, а родная сторона, как чужая глядька, в огороде бузина, а в Киеве дядька. А в Чугуеве отца вечная могила, я бы дядьку под леса розы отходила. А у счастья края нет, как не ошибиться? Как ты узнаешь, сколько лет будет счастье длиться? А у смеха два лица, а одно горе, а колечку нет конца, а любви отбоя. Лукавство наших с Андреем стихов именно в том, что мы говорим то весело, то грустно, то как, но мы всегда говорим больше, чем говорим. У нас очень много в подтекстах. И вот поэтому у нас разные читатели совершенно разных вкусов, разных уровней. Один выбирает одно, другой выбирает другое, третье. Вот это я когда-то написала ответ Александру Сергеевичу Пушкину, моему любимому поэту. Сначала шуточную прочту. Значит, в 30 лет я маме говорила: мам, я могу написать лучше, чем Пушкин. Она говорила: господи, так все сумасшедшие считают, хоть никому больше не скажи. Вот. И только в 80 лет я поняла, что я имела в виду. Я имела в виду, что я не лучше Пушкина хочу, а по-другому. И я, наконец, написала стихотворение, сейчас вспомню. Мне не хватало в Пушкине меня. И мама меня умная корила. Она мне с огорчением говорила: подумай, кто, мол, он и кто, мол, я. А я была румяная и бела, как легкая пуховая подушка, и верила, меня бы понял Пушкин, а мама моя вот не поняла. Но что-то мне открыла западня, тайну мне открыла западня, которую на волю не пускала, что не хватало мне во мне меня, а Пушкину всего в себе хватало. Так вот, сколько их, куда их гонят, что так жалобно поют, домового ли хоронят, ведьму ли замуж выдают. Вот я как раз, когда была острая пора в Отечестве, я написала парафраз уже на современную тему. В каждой ножке по мышонку, в каждой горке по кроту не жалеют одежонку, сокрушают высоту. Сколько их, куда их гонят, что так жал, что так воют, не поют, и пиарят, и тихонят, и покоя не дают. Им до неба, как до рая, их дорога только вниз. Что же плачешь ты, родная, ты гляди, не надорвись, и по полю, и по лесу. Шугани из пугача. Это раньше были бесы, а сегодня саранча. Это раньше были своды, а сегодня потолки. И наречия, и народы разделились на полки, ощетинились штыками по окраинам земли. Наше пламенное знамя на тряпицу извели, загрузили на пижонку, погубили красоту. В каждой горке по мышонку, в каждой ножке по кроту. «Кони земле», и заодно эти стихи посвящены Андрею Попову. Упаси меня, мы очень полезны друг другу. Это великое счастье, что у него в республике есть, понимаете? Потому что если бы мы со всеми остальными, мы бы только ссорились, и обе бы стороны доказывали, что все неправы, ни эта сторона, ни та. А мы с ними ничего не доказываем, мы все понимаем и радуемся, хотя мы совершенно разные. Кони земле, упаси меня Бог от завистливых дум, и от мести меня упаси. Упаси меня Бог от нацеленных дул, от всего, что сейчас на Руси. Только в коме земле и стоит благодать,
Только в ней тишина и покой, а считай, до войны до рукой подать и до новых могил над рекой. Я люблю эту землю. Я с 6 лет здесь живу. Я люблю эту, я в Москве родилась, эту землю, ее забытье, и ее первозданную ширь. Я люблю эту землю и села ее, и воскресший в тайге монастырь. Не забыть мне цены за сегодняшний день, за дорогу аж до Воркуты. Я люблю наших сосен глубокую тень и снегов голубые холсты. Упаси меня, Бог, от предательских глаз и от гнева меня упаси. Вот и пробил он этот негаданный час испытать, кто нам друг на Руси. Ой, ты, север мой север, идут холода, и земля под ногами гудит. Пусть не гаснет полярная наша звезда, пусть любовь нас спасет, как спасала всегда. Пусть на нас вся Россия глядит. Пять слов. А на русской конве крест и месяц синий, а на русской конве в Пяльцах небеса, а на русской конве вышита Россия, все народы ее, кто глаза в глаза. Нам назначено быть Родиной основой. Мы на русских плечах держим груз веков. 2 на 10 племен, поле Куликова. 2 на 10 племен, 40 сороков. Мы рогожка, мы лен, и на пяльцах Бога. Мы основа, канва для Святой Руси. Вышивает Господь русскую дорогу, начинает ее прямо с небеси. А на русской конве, как цветы народа, восхищают сердца, берегут канву. Вышивает Господь русскую природу, а имеет в виду русскую судьбу. Я в бессмертную даль не умею ближе, загляжусь, как в любовь, чтоб себя сберечь. Я на русской конве всех нас вместе вижу, и сквозь кольца времен слышу нашу речь. Задавила я себе, пожалуйста, замени меня, я тебе и так благодарна. Вы знаете, хочу его послушать, потому что, вы знаете, ведь каждый день я же не слушаю, он же отбирает все-таки лучшее. Я совершенно эгоистично пользуюсь нашими с ним выступлениями, помимо всех, кто слушает, я эгоистично для себя наслаждаюсь и думаю, так, ага, это, ой, как уа. Вот, в общем, вот такие эмоции, не знаю, как он слушает, но я слушаю вот так. Андрей Попов. Ну, я хочу сказать, что мы хотели читать по 15 минут, а прочитали по полчаса каждый. Поэтому, поэтому мы... Сидеть, нет, давайте мы не будем... Сама же заговорила, что если много стихов читать, можно человеку это будет опасно для здоровья. Нет, да, это не так. Поэтому давайте, Надежда, еще по 15 минут, и мы закончим. Может, какие-то вопросы еще возникнут? Нет, вот. Не хочу. Слушайте, я еще 3 дня сидела, в конце концов. Я что вам хочу сказать? Мама говорила, Надя, ну ты подумай, остальные-то люди нормальные, вы как соберетесь, хоть до утра читаете, а ведь поэзия убивает надежнее сами столкали. Вот он что. Да, вот именно об этом я хочу сказать, что надо пожалеть слушателей. А то это самое. Потом, если ты все прочтешь, ты потом будет уже неудобно тебе что-то читать, потом в следующий раз они, может, захотят еще прийти, а тебе будет что сказать уже. Ну, у меня, Андрей, ты чего? Ну, я знаю, я же не знаю, 3 дня выбирала. Мне до конца вашей жизни, до конца мне хватит читать. Хорошо, вот я сейчас немного почитаю, а потом до конца жизни буду читать Надежда Александровна. Ну, по ходу, может, возникнут какие-то вопросы. Какие вопросы могут возникнуть? Что мы не любовники, я объяснила, а что я тебе? Нет. Это главный вопрос, который меня поражает. По всей России, в любом составе, приедешь со стариком, приедешь с молодым, приедешь с маленьким, приедешь с толстым, приедешь с тонким. Да, а вы муж и жена? И с таким тонким намеком. Самое интересное. Так что, какие вопросы могут быть? Ну, это дочитаю, если есть вопросы. Да. Я опоздал. Куда года летели, глаза глядели, не пойму никак. Чего уже мне драться на дуэли? Не юный возраст для смертельных драк. Уже я не избавлюсь от сомнений. Зачем заводить старательно курок, чтобы жена сказала, ты не гений. Стреляет гений мимо, ты не смог. Я опоздал. Мне гением быть поздно. И поздно бередить об этом грусть. Я опоздал. Стрелять картинно в воздух. Не юный возраст, я не промахнусь.
Кто с утра выбивает мне двери? Может, это ревнивый дурак, может, это не люди, а звери. Кто долги не простит мне никак, не дает говорить с облаками, прерывает свободную речь. Это чей из-за пазухи камень, или чей из-за пояса меч дверь громит? Так не в силах соседи. Может, тролли Зырянской тайги? Кто мешает небесной беседе? Кто никак не простит мне долги? Кто смущает мой чувственный трепет, что теряя от смыслов ключи? Может, это Клааса так пепел, как патруль полицейский стучит? Кто стоит над моей душою и не хочет простить мне вину? Двери я осторожно открою и смотрю, как беду в тишину. Молчание реки. Течет река, не зная языка, ни русского, ни коми, ни иного. По ней плывут цветы и облака. Молчит река, не говорит ни слова. Река и речь, язык наш не забыл, одна у них природная основа, но речь на дно осела, словно ил. Молчит река, не говорит ни слова. У Стикса невысокая волна. Кто не прочел молчание речного, на время лишь поднимет ил со дна. И вновь река не говорит ни слова. Лечись, сынок, сказали мне старушки, что на скамейке во дворе сидят. Вон Достоевский побывал в психушке. Ему вкололи новый препарат, он стал здоровым. Верится в такое с большим трудом, но, говорят, смогли и подлечили всех его героев, поправили и души, и мозги. И я узнал, правозащитник модный, Раскольников, князь Мышкин, шоумен, Петр Верховенский стал слугой народным и поднимает родину с колен. И я поверил, может быть, не сразу. Жизнь изменилась явно и тайком. Учителем стал Дмитрий Карамазов, считается отличным физруком. И к жизни Свидригайлова вернули. Застряла пуля у него в виске. Он вышел из больницы, бывший шулер, и мэром избран в тихом городке. Полифония умерла. Частушки у нас в части, особенно весной. Зато любого вылечат психушки. Будь ты хоть Достоевский, хоть Толстой. Хоть грущу, но я счастливый. Может, в этом мой талант. Я не ездил на Мальдивы, на Канары, в Таиланд, не нашел в кладовке клада, не купил кирпичный дом, а со мною счастье рядом, вместе с ним баклуши льем. Нет ни банковского счета, ни квартиры в США, нет ни ордена почета, ни медали, ни шиша. К службе воинской не годен, в грязь могу упасть лицом. Но за мной счастье ходит, как сынишка за отцом. Два Николая. У Николая Рубцова есть такие стихи, там, помните, «Не жаль, не жаль, не растут царской короны». А сам Николай Рубцов, как помните, умер в крещенские морозы, его задушила жена, да, вот подушкой. Вот. Ну вот поэтому два Николая. Жил в Иркуте я, морем Карским, дышал, читая между дел стихи Рубцова. Власти царской он не жалел, а я жалел. И морем Карским, и свободой дышало небо надо мной. Жаль храм, разрушенный народом, народ, измученный войной с собой. Жаль веру, став обузой, ушла в стихии лагеря. Мне жаль Советского Союза и жаль убитого царя. Мне жаль разрушенный как атом народ и храма русский свет, что царь убит своим солдатом, своей женщиной поэт. Одноклассники. Припомню вновь приветливые лица веселых одноклассников. Один в психиатрической больнице пытается понять свободный стих. Чтоб не тревожить строгих санитаров, бубнит верлибры веку и стене и верует, что обладает даром скрывать созвучие о выходящем дне. Второй в тюрьме глядит через решетки на Божий мир любви, измен и слез, где умирает от паленой водки о русском сердце вспыльчивый вопрос, и привыкает к паханам и нарам,
ко снам туберкулезной духоты и верует, что обладает даром плевать на все с тюремной высоты. Другой на подоконник встал, влюбиться хотел в родную спящую страну и сделал шаг навстречу вольным птицам в растерянную высь и глубину. Упал на тротуар, но от удара никто не вздрогнул в хмуром городке, а веровал, что обладает даром перекурить печаль на сквозняке. Четвертый сгинул в кишлаках Афгана, восточный муж, имеющий 3 жен, внимательный читатель сур Корана, ему отрезал голову ножом. Росла чинара, блеяла отара, его калаш сгодился на Колым, а веровал, что обладает даром домой вернуться к матери живым. А 5-й дьякон учит мир молиться. А 5-й дьякон учит мир молиться и сильно пьет за ближних и родных, припомнив вновь приветливые лица веселых одноклассников моих. И выпью я, раз не звучит кефара, и нет в душе спокойного угла, и кажется, что все проходит даром, напрасно наши думы и зла. Мы исчезаем, остается смута. Ее бы словом дружеским унять, но, встретившись случайно, почему-то стараемся друг друга не узнать. О русском Ниле. Томится праздный дух, что надо жить по вере. Желаю я порой, как голубь легкокрыл, в пустыню улететь, там понимать, что звери вернее их людей, но нет на это сил. А там бы в тишине, в пустынной атмосфере свет к свету собирал, и бороду не брил, и с ангелами пел молитвы я в пещере, и на пески смотрел, и на зеленый Нил. Я в городе живу, не ем сухие травы, и на камнях не сплю, не приручаю льва, но все-таки и я, поверь, имею право на непреложные и кроткие слова. Не стоит ничего богатство, власть и слава, надежные стихи и небо синего. Провинция искренне губит, порядок такой, местный быт. Зато не продаст и не купит, скептически лишь поглядит. Посмотрит, в просторе великом года исчезают и труд. Столичные гномики с шиком народные песни поют. Забавно, легко, пошловато. И пусть отвернись и молчи, какая 6-я палата, откуда возьмутся врачи. Провинция медленно губит, смиряет душевный подъем, короткие улицы любит, а все остальное потом. Пора бы светло удивиться, забыв про суды и гроши, забыв, что в районной больнице лекарств не найдешь для души. Но мыслим ревниво и хмуро, сбиваясь привычно на штамп. Столица, холеная дура, капризная женщина вам, красивая, сытая, сука, предавшая русскую честь. Ах, провинциальная мука и провинциальная спесь. Опять выдает интонация, опять с раздражением любовь. Провинция, как радиация, меняет невидимо кровь. И все-таки это планета, родная моя сторона. Живи себе, анахаретом. А если однажды она, та, что судит и губит, находит от сердца слова и любит, выходит, что любит, расплачет навзрыд, как вдова. Провинция, словно Медея, убьет, если надо, детей. Что счастье? Всего лишь идея, какую посуду не бей. Контора, как водится, пишет, как водится рядом роддом. Для полного счастья детишек осталось убить топором, чтоб в точности, все по закону античного жанра, судьбы, чтоб стало обидно и сону, за если бы и до кобы, чтоб вздрогнула строгая лира, печалью до сердца пробрав, когда он умрет под буксиром, речным толкачом, аргонавт, и станет Россией синее. К чему этот медленный суд? Провинция — это идея, которую не предают.
Вот в библиотеке всегда читают экстурения. Вновь наступит весна, возвращая надежду приметам. И студентка, красивая, в библиотеку войдет, книгу выберет, сборник совсем неизвестных поэтов, никому неизвестных, в тот очень 2000 год терпеливо и бережно перелистает страницы многолетних раздумий и опытов. Краткий итог по счастливой случайности. В сборнике том сохранится мое лучшее стихотворение, несколько строк, и она их прочтет. Не поймет невеселый мой юмор, но она улыбнется. На улице будет весна, и подумает: бедный, когда, интересно, он умер, и какая была у него интересная жена. Чтобы как-то было повеселее, чтобы грустные стихи были, мне кажется, вот такое стихотворение, которое связано с Владимиром Тиминым, с народным поэтом нашим Владимиром Тиминым. Вот мы вместе с ним работали. То, что я сейчас прочту, это просто такой рифмованный пересказ того, что говорил Владимир Васильевич Тимин. Говорили об интиме. В этом деле все сильны. Вдруг сказал Владимир Тимин: две достаточно жены. Для поэта в брачном плане, да и вот так, как ни крути, все-таки не мусульмане, православные, почти. Те, кому необходимо больше жен на стороне, заворчали: как же, Тимин, двух достаточно вполне, от тебя не ожидали мы подобной чепухи. Как бы мы тогда писали гениальные стихи, но еще неумолимый и решительный на вид, говорил Владимир Тимин. Две и хватит, и лимит. Мы же с вами не собаки, чтобы иметь по 100 подруг. Первая — в законном браке, а вторая — все вокруг, все, которые бывали к нашим чувствам не глухи, чтобы мы как-то сочиняли гениальные стихи. Надо быть скромнее в интиме, все-таки не 20 лет, говорил Владимир Тимин, очень опытный поэт. Передаю слово Надежде Александровне. Я закончил. Все, теперь твое слово. Нет, я вот еще одно стихотворение не нашла. Ну, тогда давайте вопросы. Надежда Александровна еще не готова. За вопросы я тебе сказала, какой вопрос интересует, это все остальное так. Ну вот давайте такой стихотворение почитаем. Понимаете, Можно выпить, обнять березу, а потом вернуться в семью. Но получится подражание. И на улице я не пью. Так зачем я остановился? Не пойму к своему стыду. И покажется, что по жизни не в ту сторону я иду. Шаг, и я не смогу сдержаться, удержаться на самом краю. Но жена моя ждет и верит, что на улице я не пью. Во все грозили времена, что очень скоро по приметам придут болезни, война, потом конец наступит света, что скоро за бедой беда, небесные обрушат своды, и строгость страшного суда познают грешные народы. Покайтесь, мытари земли, немного вам еще осталось, но годы шли и войны шли, но жизнь текла и продолжалась. Зря только слов лилась вода, астрологов и лжепророков. Зачем людей пугать, когда и ангелы не знают сроков? Товарищ, верь, зайдет она, звезда, в правительских потемках. Россия вспрянет ото сна, еще внимательным потомкам напишут наши имена на толерантности и обломках. Наступит русская весна, а за весной будет лето. И лишь потом война, конец истории и света. Сейчас я сейчас вспомню, как там. А вот, про весну, по просьбе Ольги Скрябиной. Значит, как же там начинается? Небо-то не хмурится, и душа ясна. Я иду по улице, впереди весна. Ах, какая милая, только не робей, магазина мимо я, тороплюсь за ней. Не нужна мне курица, рыба не нужна, я иду по улице, впереди весна. И табак не курица, и не до вина. Я иду по улице, впереди весна. Ты готова? Нет? А можно
Ничего хорошего. Вопрос можно? Спасибо. Вот вы говорили, да, что там муза. А вот интересно, вот вы помните, как первое стихотворение? Кто вот явился вашей музой? И как вот, не знаю, свое первое стихотворение? Что вас подвигло? Как вы вот помнили, осознали? Слушайте, что... это было очень давно, так здесь случилось по принуждению. Вот так получилось. У нас преподаватель задала нам сочинение писать в стихах. Вот. У нас там ребята были очень сильные, кстати, они там стихи тоже писали, но недолго. Вот. И все получили очень хорошие отметки, а мне поставили тройку. Вот, с минусом там очень написано тяжко. И это как-то меня взбодрило немного. И вот я до сих пор пишу, а вот все, кто получил пятерки, бросили это дело. Вот. А потом, знаете, как бы, ну это вот был первый такой опыт, как неудачный, там что-то там я пытался справиться со словами. Вот. А потом мне, вот знаете, очень понравился мультфильм, вот кто еще подвиг, про Винни-Пуха, там он все время шел и, как бы, знаете, вот так рефлексировал очень быстро на все происходящее. Там туда налево, туда направо. А я был там в классе 6-7, и это меня очень как-то, так сказать, вдохновило. Я не то, что стал, хотел быть как Винни-Пух, а просто хотел так писать, так, вот так быстро. Вот. Поэтому вот потом как-то так, потом я стал, это самое, знаете, мне стали вот, всякие рассказы такие с героическими, помню там, Хуан Маркадо из Техаса, и вот это меня тоже очень, так сказать, распирало меня от этого героизма чужого. Вот, и я тоже пытался что-то такое изобразить, вот как надо всем отомстить, там, это все кругом неправда. Но у нас тоже сейчас, вот знаете, она сейчас приходит на летобедение, вот первые авторы, которые там, вот все девушки приносят первые стихи примерно по такой схеме «Я его любила, а он ушел», а все мальчики приносят по схеме, там, все кругом неправды, вот только я не знаю, как бороться со всякими, с неправдой, с лжой, вот, с ложью. Ну, а потом, как бы уже, значит, когда уже такой подростковый возраст, как бы я стал писать стихи, да, вот, про любовь, вот, как бы, что-то, они, девушки, что-то меня все не любили, как-то относились ко мне неправильно, вот, ну, я им все писал там стихи, там, старался там что-то, как бы, иногда, конечно, знаете, некоторые стихи там немножко, как бы, придуманные, потому что, как бы, может, больше хотелось этого чувства, как бы, или такого общения, вот, поэтому... Но часть стихов я, вот, кстати, вот недавно вот свои студенческие стихи, вот, которые в таком русле написаны, опубликовал в «Российском писателе» на день студента. Если интересно, посмотрите. Правда, они, российский писатель, немножко схалтурил, они 26 января вышли вместо 25-го. Ну, как бы все равно днем студента поздравили. Лучше поздно, чем никогда. Вот так примерно. Потом я встретился с Надеждой Александровной, и все. Надежда Мирошниченко. Или давай я еще одну прочитаю, вот, чтобы повеселее было. Я долго жил в Иркуте. На севере жил я, не ведая горя. Роптал, что простыла душа от морозов. Мечтал, что уеду на Черное море. Мечтал, что спасательным стану матросом. Кричать буду в рупор, в жарой вдохновляем, чтоб в зону купания вернулись мужчины. Детей буду плавать учить баттерфляем, и женщин красивых спасать из пучины. А оправиться им, помогая от шока, шептать, что уже волноваться не надо, легко утонуть в этом месте глубоком, но им повезло, оказался я рядом. И верить, что женщины, вспомнив про лето, расскажут с восторгом подругам и боссам о том, как смотрели на море с поэтом, который работал на пляже матросом. Это будешь читать или нет? Будет. Или еще? Читай, а потом я прощу, потом ты думаешь и еще чуть-чуть прощу. Вот так надо всегда. Когда мужчина сопротивляется, надо согласиться. А мы вас ждем. Тебя уже ждут, видишь, уже как бы... Ждем вас. Просим. Да нет, ну пусть прощу два. Нет, вот одно, только одно. Вот есть китайский такой поэт эпохи Тан, Дуфу, может, читали, да, 6 век. У него есть такие строчки. «Медленно пью вино я, а заливаю платье. Скелет в шкафу и лыка не в строфу. Не по сердцу такая обстановка, и ясным днем прочту стихи Дуфу. С китайской лирой
трезвым быть неловко. Привет, Дуфу, с тобой на облака, смотрю и на небесные дороги, ревную, чтобы лодка рыбака не утонула в мировой тревоге. Мне о смирении говорил монах, что пьянка — невеселое занятие, и я трезвею в мыслях, чтоб в стихах пролить вино любви на жизни платье. Из строк моих увижу темноту, в шкафу с непьющим, много лет скелетом, налью вина, стихи Дуфу прочту. Бездарно трезвым быть с таким поэтом. Так вот посидишь, уже вставать не хочется. Из мастерской сердце поэта. Вот вам интересно, что у нас там сердце делается? Меня вот когда начинается, ну как вы пишете стихи, ну как? У меня такое ощущение, что прямо хотят дать капель, откройте, посмотрите, все-таки что-то там документальное. Мне говорят, а есть грехи, на то и Божья милость. Пишу хорошие стихи, плохие разучилась. Хорошие не потому, что мной гордыня движет, а потому что по уму другой-то не напишет. Мне моя жизнь принадлежит. И если кто-то скажет кто-то, стихи-то, может, хороши, да то ее работа. Оно, конечно, так и есть, без ремесла ни шагу. К тому прибавьте стыд и честь, некую отвагу и возраст, в нем-то весь секрет, что взрослый между делом я стала в раз за столько лет, хотя и не хотела. Оглянувшись, поняла, у всех одно и то же – любовь, война, колокола. Так помоги мне, Боже. Как трудно быть Сталиным, как присудно, как в каждом живет это имя подспудно, как время другое берется судить, чего-то да просто не выжило быть. Ошибки титанов, времен перехлёсты. Ну вот, дорогая, и стала ты взрослой, и думай сейчас, что за что и зачем. Об этом подумать бы стоило всем. Не через экраны болтливые толки, не через колючую проволоку Волги, не через кровавую чашу войны, а через все то, что растратили мы. В провинциальные спячки Сыктывкара я собирала силу для удара. Пока ж делили по старинке недра, я поняла, что главное не это. А недра переделят после схватки, когда устроят новые порядки. И лишь крестьяне не томили душу. Они не знали, что такое хуже. Они не знали, что такое лучше. И жили, как всегда, на всякий случай. И знали, что без них на этом свете погибнут навсегда и те, и эти. И обошлась тогда я без удара в провинциальной скучной Сыктывкара. Есть во мне изъяны, что поделаешь, жизнью насмерть обнявшись как друг. Иногда я гордая и смелая становилась слабой на испуг. И когда мне не хватало образа на каком-то дальнем рубеже, я всегда умела ткать из облака чувства приложением к душе. Радоница. Ну, вы знаете, что такое радоница, да? Напоминание. Жизнь теперь из стужи и огня. Помогите мне хоть кто-нибудь. Не сердись сегодня на меня. Ну, это мужу трудно. Я судьбу пытаюсь обмануть. Мы живем в другие времена, все на смарку, чувства и сюжет. Не сердись сегодня на меня. Я и так почти не вижу света. Я и так несу в себе металл сквозь зеркал слепящий коридор. Кто стрелял, он и в меня попал, и во мне разруха и разор. Я и так по памяти иду сквозь границу стужи и огня. Может быть, я завтра пропаду. Не сердись сегодня на меня. В одиночество, как в скит, не обидите. Моя родина искрит, вы не видите? Ей сегодня не до звезд, не погодина. Я хочу, чтоб встала в рост моя родина. Ей на корточках нельзя, слишком гордые. Все крестьяне здесь князья даже в городе, а другие под князей только рядятся.
Только это не по ней, не уедется. Мой упрек совсем не прост, мало пройдено. Я хочу, чтобы встала в рост моя Родина. Вот это стихотворение я очень люблю, потому что я считаю, что мы все женщины такие. Вот если нет, тогда возражайте. По мотивам русской сказки. Понимаете? Сердце, оно не устроено всюду. Нинка, как я тебя люблю. Как она сидит, слушает. Вы понимаете, все так слушают. Вот я на своих смотрю, на писателей, понимаете? Ребят, они же здесь ничего не пропустили. Они все, но я думаю, что тут такая аудитория, что все поняла. По мотивам русской сказки. Понимаете, сердце, оно не устроено всюду, потому что подвержено счастью, почти как греху. Ему неуютно везде, до минуты покуда оно ищет родное, такое же, как на духу. Оно ищет, поищет, да все же торопится сходу признавать за свое, что вовек не бывало своим. Потому что не может, потому что оно испокон прилепилось к народу, что не может без сказки, которую лишь Богом храним. Успокойся, сердечко, ты выбрала все по сердечку. Все, что люди взыскуют, да вот отыскав не хранят. Как нетрудно пришлось, но твое золотое колечко, как сбежать не пыталась, да все возвращалось назад. Потому что здесь было и поле расцветкой в ромашке, золотое крылечко и солнышко над головой, и какие-то вымыслы, вровень с душой нараспашку. И, конечно, Иван Дурачок. Ну да, близости свой. Да, Иван Дурачок. Только он-то и знает, наверное, где тот ключик заветный, что честному счастью цена. Потому лишь ему и встречается эта царевна, что сама и не знает, какого ей надо рожна. Я за собой наблюдаю, за вами наблюдаю, за детьми наблюдаю. Все одно и то же, ничего не меняется. Ну разве есть люди? А? Ну я нет, про вас я не имела в виду. Ну я шучу. Элемент, как это называется? Как это называется? Какая-то шутка хорошая есть. А, нет, это мой сын. Когда он скажет какую-нибудь глупость, вот как вам сейчас показалось, я сказала, вот, он мне говорит, шутка, мама, шутка. Знаю, что ему сейчас попадет, понимаешь? Но разве есть выход? Они все стенают, что было не надо, мол, жили спокойно и тихо. Вот идиоты. До сих пор не понимаем, что если бы не началось тогда, уже был штаб в Севастополе, в школе, в подвале зацементированный, а стоило только ввести корабли, и не было бы уже России. До сих пор не понимает основная масса народа. Ужас. Они все стенают, что было не надо, мол, жили б спокойно и тихо, что враг лишь играет в войну и награды. Но разве был выход? И как обнажилась по первой тревоге двоякая суть переправы, могли ли мы представить на русской дороге предателей справа и тех, кто еще затаились в России в надежде на наше бессилие, кто вдруг замолчали, а как голосили. Но что им, Россиям? И танки Европы стоят на границах, и много там всякого лиха. Не мы начинали, но, как говорится, опять им придется за все расплатиться. Но разве есть выход? А людям остается лишь любовь на все свои отчаяния и страхи. И царь ей уступает, и король, и женщины ткут красные рубахи, красивые, как Пасха и рассвет, бессмертные, как дети и надежда. А людям остается лишь свирель, умеющую петь ее, как прежде ее величество, любовь. Она одна на свете все исправит. Да здравствует ее святая кровь, которая делится и правит. Да здравствует ее священный лад, ее неизменяемая правда. Любить не про запас и не впопад. Да здравствует любовь, имею право. Это стихотворение очень баллада об обуви. Я обувь
яблоку сказала: не реви. Да, слезы начинаются с земли. Это я наплакалась сегодня. Что делать? Эти слезоньки мои. Я собирала их почти что век, где шли дожди, где подтаял снег, где собрались эти серебряные росы в такой хрустальный времени ковчег. Я других пока что не могу, а материнских, вдовьих и девичьих. Боюсь, страданию нету в них различия, но я о них сегодня не могу. Я о других, внезапных, как оплошность, как в рамках жизни рамки ремесла, где оказалось, грань я перешла, как и границу будущего с прошлым. Вы говорите: музыка небес, вы говорите: стоны перезвона. Но что мне та Сикстинская Мадонна, и что мне этот польский полонез, когда душа увяла, как трава, лишь потому, что облако просило: поплачь, во мне уже не стало силы, и слезы пролились на рукава. И только лед отныне мне товарищ, и только скряги мне друзья теперь. Я все сожгла, и хватит тех пожарищ на целый век, и хватит тех потерь. В озера я глядеться перестану и осенью, и летом, но зимой я посмотрю в стекло их, как в стаканы, наполненные серой золой. Я все сожгла. И значит, что за дело мне до чужого жаркого тепла? О, знали б вы, так ярко я горела, лишь потому, что знала, что я жгла. Плата. Вот это полный ответ, что такое быть поэтом. И когда я девочке одной сказала в юности, а Надя, девочка, это была Надя Боброва, она мне показала стихи. Я сказала: очень неплохо, но я бы на твоем месте за это дело не бралась. Она говорит: почему? Я говорю: потому что на самом деле это трагическая судьба. Там все надо честно и все платить своей жизнью. Вот. И она, когда потом у меня уже взрослая женщина, сказала: я из-за вас бросила писать стихи. Я говорю: почему? Вы мне сказали: вот не пиши. Я говорю: я тебе не сказала, не пиши. Я сказала, что это очень дорого. Ну, каждый выбирает, дорого или недорого. Плата. Памяти моей мамы Ольги Кузьминичны Мирошниченко. Ты мне не верь, меня на свете нету. Есть только пища сердцу и уму, и тайна, что в рождении поэта пока что недоступно никому. Я этого тогда еще не знала, когда черту посмела перейти, когда те строчки первые писала, подобранные где-то по пути. Теперь я вижу через мглу столетий и через все моря материки, что видят только маленькие дети, да, может быть, волхвы и старики. И, возвышая плоскость до объема и бесконечность свергнув до нуля, я возвращаюсь к маминому дому, который помнит маленькой меня. И всяким разговором о поэте сегодня смысла я не предаю. Ты мне не верь, я прожила на свете 100 000 жизней, пропустив свою. Ты замен не ищи, никому не ходи, кроме Бога. Нет замены ему, и хоть как головой не крути, но на верном пути остается лишь эта дорога, а другие в обход не дают нам до Бога дойти. Ни о чем не печалься, мы все в целом свете такие. Ошибаемся, платим и снова стремимся вперед. А вперед это к Господу. Ну, заблудилась Россия, и наслушалась бесов, и канула в водоворот. Я сама не другая, и мне это родина наша, поводырь и попутчик, и кто тут кого заплутал. И при мне стали звать мою чистую родину, Раша, и при мне соловьи опустились вдали равнины со скал, и любовь пролилась, как сквозь сито, не землю, а в камни. Хорошо, что еще хоть немного осталось на дне, и меня иссушило такое привычное кавы, что ни в чем не спасало, но тлела, как уголь во мгле. Я за ним не ищу,
никому не хожу, кроме Бога. Но плохой прихожанкой тебе в 100-й раз повторю, что на русском пути остается лишь эта дорога. Никому, кроме Бога, и ты не ходи, говорю. И вот стихотворение просто так. Ой, такое, ну, сейчас уже его не хочется читать, это вот из этого. Давай говорить не будем, давай говорить. Вот никогда нельзя, люди нормальные в аудитории сидит, чего тебе нельзя? Не надо решать за людей. Вот девочка, видишь, не хотела, она взяла, сказала, а они бы сказали. Я хочу просто сказать, что градус опасности повышается для людей, потому что как бы уже мы здесь читаем час 40. Слушайте. Не томись, душа, если нет гроша, научись, душа, мигом дорожить. Не бывает жизнь только хороша. Ну и что теперь? Будем дальше жить. Не мешай мне петь, не сходи с ума. Чувствуй жизнь итог, слушай сердце стук. Ты же все, душа, знаешь и сама. Так что тогда испугалась вдруг? Я тебе, душа, от души скажу. Я тебя сквозь век берегу, как свет. Хочешь, я тебе сказку напишу? Ту, какой еще и на свете нет. Я тебе, душа, человек, не зверь. Что же ты уходишь, хоть волком вой? Я в который раз отворила дверь. Как придешь в себя, приходи домой. И сейчас я хочу прочитать стихотворение, посвященное моему другу. Оно уже ей надоело, но я ей несколько посвятила, но я все-таки сегодня это самое большое. Галине Бутыревой. Если по правде не стоило браться за это, если по правде не стоит без этого жить. Освящена или проклята участь поэта, кто его знает, задачу не мне разрешить. Разве об этом мы думаем в обществе ночью, строгими пальцами, буйные головы сжав, не замечая полночных своих одиночеств, перебирая заботы времен и держав? Разве об этом нам шепчет перо и бумага, путая души, перенапрягая умы? Если по правде, да здравствует жизнь и отвага. Если по правде, чего же стреляемся мы? Девочка плачет над новой книгой поэта. Если по правде, то стоит для этого жить. Если по правде, то лучшая песня не спета. И хорошо, что ее никогда не слышать. И вот чуть я хочу такое. А природа она создает на века, и не мучайся зря, белый свет. Значит, Пушкина миру хватает пока, если нового Пушкина нет. Сейчас ему хочется почитать, потому что он сидит и думает, Давайте мы читаем по последнему стихотворению, я еще хочу сказать, по одному. Давай. Сейчас я прочитаю, потом Надежда сейчас финальную стихотворение читает. Наконец мужчина все-таки уже решил взять в свою... Я очень благодарен, что вы так терпеливо нас слушаете. Вот, всегда... Да, у него совесть проснулась, наконец, перед нами. Я хочу как бы этим вступлением поблагодарить всех присутствующих, завершая нашу речь. Я вас люблю и потерять боюсь, и как без вас переживу я зимы, чьи времена и сны необозримы, а с ними одиночество и грусть. И с кем я словом точным поделюсь, догадкой, что тревожно поразило, и кто поймет, что жизнь невыносима и невозможно без любви, и пусть, как незабвенный римский прокуратор, чудные речи вежливо ценя, со мной решите незамысловато, и перед неизбежной расплатой я вас люблю и знаю, что когда-то вам будет очень не хватать меня. Спасибо. Надежда Александровна. Ей можно не одно, она сейчас не одно читает. Замечательно. А я вот наоборот не про любовь, я уже надоела про любовь, у меня все про любовь, по большому счету. Я вообще люблю любовь во всех вариантах. К родине, к ребенку, к земле, к небу, к морю, к мужчине, к женщине. Не люблю только вот к этим розовым и голубым. Не слышно, микрофон возьми.
Обнаглела. Не, ну просто хочется же слышать вас. Хорошо, хорошо. Я говорю, любовь – главное чувство жизни. Для меня Бог есть любовь. Поэтому я считаю, что я по-настоящему люблю Бога. Я очень люблю любить. Я ненавижу. У меня, кстати, есть плохое стихотворение про Сыктывкар, город называется. Какой-то жестокий город, вот в той стороне, где мы не видим, какой это бывает жестокий город, где он нацеливается на свою задачу. Но это совершенно не имеет никакого значения. Все равно это стихотворение заканчивается строчкой «город, что возле сердца возле». Понимаете? Это не перестает быть любимым, родным и всяким. Ну, даже с открытыми глазами. Я уже не ребенок 16-летний. Так, вот это я хотела вам прочесть, но я его все-таки прочту. А второе прочту, закончу. Андрюш, извини, два прочту. Вот дружи. Да, Господи, я его знаю. Наверное, сколько тебе было, ты работал в училище? 23 года ему было. Ну, значит, мне было 40. Понимаете? Вот с каких поров я его знаю. Вот. Ну и тогда я к ним пришла, он в этом работал, он всегда это рассказывает, сегодня не стал, потому что я сразу сказала про 80 лет. Он, значит, говорит: Господи, да какой поэт, да это училище, да это ГПТУ, да ее сожрут, да его она не представляет, что такое. Вот. Ну я прихожу, значит, говорю: здравствуйте, вот мне 40 лет, вот все тут. Они как начали все хлопать, и все, и нас как прошло. И самое смешное, мальчишкам было интересно, что мне 40 лет. Ну, конечно, мне давали 25, вот так вот. Вот. И вот с той поры Андрей всегда это... Говори, пожалуйста. А? Ну, может, ладно, это может в микрофон не говорить. Так, больше некому. Как испорченная вседозволенностью дитя, перекормленная соблазнами нечистот, с райских кущ к скобе будущего перейдя, на верхушке бухенвальдских ворот. Швеция и Финляндия, наконец, добрались до адских твоих венцов. Европейская сволочь, ты в этом спец, мать Европа, прибежище подлецов. Мать Европа, забудь свой прекрасный лик, высоту философии и музык. Ты в течение столетий вела дневник мефистофельских замыслов и интриг. Языком английским кормила псов, на немецком Гитлеров воспитав. Мать Европа, нет уже тех основ, на которых покоился твой устав. Знать пора на русский переходить. Нам же выпало на Руси вечно русским народом быть. Помоги нам, Господи, и спаси. И вернулась вновь ни шагу назад, но и шаг вперед он ценою в жизнь. Мать Россия, и нам уж не без утрат, но победою помнится клич. Держись. Вы знаете, сегодня не хотелось эту тему поднимать о русском языке. На самом деле, вот если бы у нас были, я не знаю, мыслители, типа вот философии высших точек человечества, они бы давно этот русский язык вознесли бы для народа России как язык, вот без которого фактически невозможно было бы состояться такими, какими мы есть. Потому что если посмотреть в словарях, в этом языке есть слова всех народов России. Вот народ, что отобрал, где он вместе жил, вот тот же самый этот, они в Киеве, что Майдан этот Майдан по всей России идет, это что, русское слово? Но вообще полно, если финно-угорских полно, тюркских полно, индоевропейских, ну, естественно, славянские основы. Понимаете? Но так как всегда нужна не мир между народами, а надо, чтобы было сцепились, тут начинается игра с языками, понимаете? И поэтому на самом деле русские, кто потерял больше всего в русском языке, русский, потому что русский государственный – это интернациональный язык для всех. Вот Коми ребенок учит русский язык, и я учу русский, но Коми живет, у него рядом родной язык, деревня там хорошо, плохо она живет, но это все рядом. Башкир живет так же, татарин живет так же, а русский живет, вывезенный из центра России, с самого детства не знающий исконного национального языка, понимаете? И пошли русские на это, чтобы было государство, чтобы было вместе.
И когда этот идиотизм был, что только в Коми язык учить в яслях, только, и что? И кончилась бы только Коми-республика, которая неизвестно осталась, а если бы она присоединилась к Финляндии, там бы они учили шведский, немецкий и финский. Все. Никакой. Поэтому нет идеологов, не умеют объединить людей, не умеют как-то вот это вот перешагнуть всякие эти. Я люблю Россию. Мама у меня родилась на русском острове, и когда папу во время войны перевели в Москву, мама говорила, пусть убьют, зато увижу столицу. И любила каждую станцию, каждый народ России, который они приезжали. У меня генетически внутри меня заложена любовь к Отечеству. Я в это не играю, я за это не продаюсь. Кроме неприятностей в основном ничего не имею. Имею любовь к части читателей. Некоторые счастья не имеют, и люблю никак. Есть там одна придурочная, но это пусть ее Бог простит. Матильда Марета. Вячеславу Лютому, это замечательный наш русский критик. Когда пойдешь по родине пешком, не обойдешь ее и не старайся. Все хорошо на ней, и любо, словно рай все, и пахнет земляникой с молоком. Но так в душе, в твоей любви к земле, которая повязана с тобою, и песней, и дорогой, и судьбою, и каплями на солнечном весне. А на его так много нищедрот, и нестроений, и недоработок, и только тот ее бессмертный отрок, все тот же он, хоть кажется не тот. Он смотрит в небо и летит в зенит в своей мечте, и не сгорит на солнце. Течет смола янтарная по соснам, и над руками облако звенит. Как мне свести все это вместе с ней, судьбу земли с судьбой моей России, как все ее колдобины осилит, переплетая с криком журавлей. Откуда эта вера и мольба, что все случится так, как Бог положит, что сам народ себе же и поможет, и отработав, пот смахнет со лба. Вы знаете, что вот когда вот мы будем расставаться, уходя отсюда, вы дальше уже уйти с этого с глубинным убеждением. Мы жители Республики Коми, лучшей части России по последним временам, по миролюбию и по попытке сдержать вот все, что пытаются раздуть. Но дело не в этом. Вы должны знать, что вы жители Республики Коми точно такие же, как жители России. В любой части России, в Татарстане, в Башкортостане, я не знаю, там в Дагестане, дагестанцы, кстати, очень много любят русских. В общем, везде это ваша родина. Вы идете по родине. Вы идете с этой точки малой родины, но это все ваше. Это наша земля. Это нам в веках отстаянное, не знаю, как сказать, мы отстояли это право в веках, называть, да, это моя родина, понимаете? И вот это не воспитано в людях. И люди цепляются доказать, кто лучше, и пусть мы будем первыми, а мы там вторыми. Это скучно. Это любая малая родина, не хватит. У нас в крови пространство, у нас в крови небо, у нас в крови вот эта бездонность, куда хочу, туда пойду. В этой Европе куда не поедешь уже границы, куда не поедешь уже границы. Понимаете? И вот эта вот свобода внутренняя, в этом и наша опасность. Нам все время хочется быть, вот все время, понимаете, куда-то вылезти, куда-то дальше. А так как не понимаем куда и не понимаем как, и все спутано, вот чтобы вы ушли отсюда, вот эта малая родина, которой вы служите все своей жизни, это ваша большая родина, где вы везде хозяин. И вот эти песни, якобы советские, наивные, гениальные, там идут там по всей земле, как советский может человек, понимаете? Вот в них это поддерживалось чувство. А нас настолько замордовали и заболтали, и засталкивали. Вот везде, вот здесь и везде, это мы. И каждый из нас, а не кто-то один, не какой-то один народ. И русский народ, это я про русский говорю, не про русский национальный, хотя про него у меня своя тема. Я говорю про русский, православный, многонациональный, единый народ, объединенной верой, понимаете? Я не вижу разницы в коми человеке со мной никакого. У меня вот первая жена была коми, и я не понимаю, что такое, что она, в чем она была другая, понимаете? Только два языка, одна суть какая-то.
Вот и поэтому вот так. Огромное всем спасибо, что нас слушали. Знаете, я вот когда учился, там у нас один профессор пригласил всю группу, мы не сдали зачеты. Он пришли, а он на баяне играет домой, или на аккордеоне, я не очень разбираюсь. Вот. Играет на стопках Маньчжурии. И потом мы слушали, у него это на квартире, он говорит: ну как, вам понравилось? Мы говорим: да, конечно, нужно зачет сдавать, да, конечно. Ну, приходите завтра еще раз послушайте. Вот, я думаю, что вот приходите еще и завтра послушайте. Да. Спасибо всем. Вам спасибо. Этот ребенок подготовил мой юбилейный вечер, вот, и на этом вечере был весь зал, понимаете? И причем, и все эти люди, я убеждена, и сегодня пришли. Просто, вот, это не в этом. Я хочу сказать, вот это мой любимый библиографический отдел, а второй и краеведческий. Вот это труженики, вы понимаете, не передать, как они там работают. Вот давайте отдельно похлопаем. Спасибо большое нашим дорогим поэтам, спасибо большое дорогим зрителям. Ну и, наверное, это у нас не последняя встреча, да? Андрей Гелевич у нас в этом году также отмечает юбилей, поэтому мы приглашаем вас осенью на юбилей Андрея Гелевича, следите за нашими новостями. Ну и сейчас приглашаем всех на общее фото. Всем большое спасибо.